Здравствуйте, ребята. Конечно, нам пришлось немножко подождать, но все свершилось. Сегодня у нас в гостях очень важный и очень интересный гость из Москвы. Вы в курсе? Анатолий Ашерович Кролл, профессор Академии имени Гнесиных, композитор, дирижер, руководитель разных больших коллективов, председатель джазовой секции Союза композиторов России, лауреат премии Москвы этого года, народный артист России. В общем, перечислять все его титулы, это займет очень много времени, мы и так его потеряли. Лучше я предоставлю слово самому Анатолию Ашеровичу. Спасибо. Дорогие мои юные друзья, во-первых, ну и те, кто постарше тоже, я хочу принести извинения за то, что мы вас заставили немножко ждать. Тут у нас такая случилась организационная неразбериха, поэтому, знаете, та ситуация, в которой виноватых нет, бывает так тоже. Во всяком случае, я с большим удовольствием из того, что возможно, буду с вами общаться сегодня. И, конечно, мне бы хотелось побольше узнать о вашем замечательном учебном заведении. Я знаю, что здесь работают творческие люди и учатся творческие люди. Надеюсь, что многие из вас изберут музыку своей профессии, потому что, получив хорошее образование, можно себя посвятить этой деятельности на всю жизнь. Но мне кажется, что ваши опытные педагоги вас ориентируют на выбор профессии, и все у вас будет в жизни хорошо. Я сейчас, видимо, ограничусь вот какими-то вступительными словами, потому что перед выступлением нашего квартета, а вот только что сейчас мы выяснили, так сказать, все, что необходимо для этого сделать, перед вами выступит коллектив из Якутска. Мне очень любопытно его послушать. Это ансамбль Андриана Егорова. Я о нем очень много слышал. И вообще музыка, имеющая национальные корни, для меня, как для руководителя секции джазовой музыки Союза композиторов, является очень важной и очень любопытной. Потому что все же очень важно, как музыка развивается непосредственно в той стране, где ее создают. Мы многие годы цитировали джазовую классику. В основном это была американская музыка, но, естественно, это джазовая музыка, она вообще-то родилась. Вы знаете, в какой части света, и ничего удивительного в этом нет. Так же, как, допустим, бессмертная итальянская опера, вот, но тем не менее, значит, создан пласт академической музыки, русской, российской, оперной музыки в том числе. И, конечно же, очень важно, чтобы любое музыкальное искусство имело еще и национальные корни. Джаз – это удивительно восприимчивое к всем внешним формам жизни и искусства. И мы знаем сегодня, как изменился джаз с того времени, когда он только зародился. Когда-то это было чисто негритянское искусство, идущее от религии, песнопения, так называемые госпелы, spirituals. А со временем джазовая музыка впитывала в себя явления музыкальные и не только американские. Но сначала это была сама Америка, потом была Латинская Америка, потом Восток, потом Европа. И вот сегодня по существу это музыкальное искусство разрослось очень широко. И во многих странах есть уже настоящая своя музыка с национальными корнями. Я очень рад буду, если Якутия сможет в этом направлении сказать свое слово. Это очень любопытно. Очень любопытно. Ну, одним словом, я сейчас приглашу этот ансамбль на сцену. Мы с удовольствием с вами вместе его послушаем. Ну вот, а дальше мы продолжим общение уже вот с той группой, которую я привез в Якутск. Эта группа называется «Мы из джаза». Почему и «Мы из джаза», кстати?
Эта группа создана мною в год 20-летия выхода на экраны фильма «Мы из джаза», к созданию которого я имел самое непосредственное, так сказать, отношение. По существу фильм «Мы из джаза» положил начало моей композиторской кинобиографии. Это был первый фильм, который мы создавали с теперь уже известнейшим деятелем российского кино, народным артистом России Кареном Шахназаровым. Карен Шахназаров, помимо всего, уже 10 лет возглавляет Мосфильм. Это удивительный человек, о нем можно было вообще отдельно рассказывать что-то. Но вот, тем не менее, фильм «Мы из джаза» – это целая эпоха не только в российском кино, он по сей день не сходит с экранов, постоянно мы его видим и на телевидении, и актеры, которые дебютировали когда-то в «Мы из джаза», стали просто легендарными артистами, ну, такие, как Александр Панкратов-Черный, как Игорь Скляр, Николай Верешкин, Лена Цыплакова и так далее. Но главное другое, то, что там были задействованы еще и музыкальные силы. Как вы успели заметить, наверное, что там есть оркестр. На самом деле это реальный оркестр мой, который был в то время. Там была Ларисочка Долина, которую вы очень хорошо знаете. Она совсем еще была молоденькая, она в течение 6 лет была солисткой моего коллектива, вот именно в те годы. Но открою вам секрет, что Лариса Долина снималась в фильме «Мы из джаза» на 6-м месяце беременности, что вы, наверное, не очень успели разглядеть. Это благодаря искусству, значит, наших мастеров, гримеров и так далее. Ну вот фильм «Мы из джаза», пожалуй, как считают у нас в России, самый достоверный фильм о профессии джазового музыканта. Поэтому, может быть, он очень любим и музыкантами, и всеми любителями кино вообще. Он был, кстати, признан лучшим музыкальным фильмом года. Ну, дальше шли фильмы «Зимний вечер в Гаграх», «Сны», «Американская дочь», «День полнолуния» и так далее, и так далее. И вот эта профессия для меня как бы стала профессией на всю жизнь. Это совершенно отдельное занятие, музыка в кино, ни с чем сравнить ее невозможно. И вот в год 20-летия фильма у меня появилось желание создать малую группу, где бы я себя реализовывал как пианист, как автор композиции, который будет, помимо большого коллектива, естественно, который был всегда, все годы и есть по сей день. Вот родилась такая группа «Мы из джаза». Вот та рекламочка, которая висит у вас, она взята, видимо, из интернета, и там первый состав фильма «Мы из джаза». Это уже теперь выросшие ребята, вот. Кое-кто уже даже сменил страну проживания, вот, в целях как бы совершенствования, хотя я думаю, что это не навсегда, они все будут здесь. Кстати, вот вам сказали, что я работаю в Академии имени Гнесиных, и уже 7-8 наших студентов стали обучаться в наивысшем учебном заведении в области джаза, Беркли, в Соединенных Штатах Америки. Хотя они все россияне, и все с удовольствием вернутся с тем багажом, который они приобретут там. Вот «Мы из джаза». Эта группа, значит, сегодня уже имеет вторую версию, как бы второй состав, потому что уже по существу прошло 5 лет с момента создания. И в ней тоже играют очень именитые музыканты. Я вам их потом представлю каждого. Вот. Каждый из них очень востребован в Москве и играет не только в моей группе, но и играет еще в других ансамблях. Вот. Но об этом ближе тогда, когда уже мы с вами будем общаться с ансамблем. А сейчас я еще раз напоминаю вам, что перед вами будет выступать якутский ансамбль Андриана Егорова. Я с удовольствием его приглашу на сцену уже почти как ведущий. Ансамбль Андриана Егорова, пожалуйста. Уже красиво. А можно я здесь послушаю? Я так присяду с краю. Я буду мешать, да? Не буду мешать? Ничего.
Жақ анағағын таңнары тұппыт көрдік таңы қара тарбақтарынан таңы қара тарбақтарынан Sun tomolon tas taragay ketegare tas taragay ketegare Tangları tayılanan tespet aldan manyat kolduk alagar kan külmene alagar kan külmene Duyalak dost kurduk tamulu karbadılanlara Macağa kayalmam Macağa kayam bulağa Göksün kendi gör Kesti anyanı kestiler Kesti anyanı kestiler Onu ağa turanlar Ütüstahayar, ütüstahayar Göz karanağa Göz karanağa Gabattadan utuyda Gabattadan utuyda Költegey oy kömür kellegen Költegey oy kömür kellegen Kebile entorora am Kenkenerge hallan kengenin oston Kengenin oston Keritere 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 Keritere
Könül köllegene Kebelen dura kekenirken Halan kögenin ustun Genimlere Дорогие друзья, я просто потрясен. Могу сказать, что это совершенно для меня новое явление. И это, конечно, просто чудо какое-то. Вообще все, что происходит, это действительно не похоже ни на что. Собственно, то, что и надо искать в искусстве. Быть не похоже ни на кого, а главное – использовать свои национальные корни, то, что не может сделать никто. Это мы слышали многократно, а вот это нет. Ну, что я могу сказать? Я могу сделать такое заявление, которое, может быть, покажется на первый взгляд громким. Я являюсь организатором в Москве фестиваля международного, который называется «Российские звезды мирового джаза». В них участвуют российские музыканты, независимо от того, в какой стране они проживают. В Нью-Йорке, в Америке, во Франции, в России и так далее, и так далее. Вот в рамках этого фестиваля у меня есть рубрика «Лучший джаз России от Москвы до самых до окраин». Вы знаете, это как бы из песни Дунаевского «Широка страна моя родная». Я был бы очень рад, если мы сможем договориться с руководством культуры республики, чтобы ваш ансамбль мог побывать на этом фестивале. Я думаю, это будет большая честь для нас. Я надеюсь, что это предложение встретит взаимопонимание у тех, кто способен помочь решить эту проблему. А вам, ребята, огромное спасибо. Я просто преисполнен впечатлений. Спасибо. Дальше я не знаю. Пусть ведущий нам скажет, что будет происходить. Дорогим гостям принято дарить подарки, а особо почетным приветственные адреса. Вот такой приветственный адрес, ну, конечно, не скучный, такую папочку с бумагой, а музыкальный приветственный адрес подготовил вокальный ансамбль. Ну, вы, наверное, их все знаете. Дирижерско-хорового отделения под управлением Светланы Антоновой, концертмейстер Надежда Киселева. Они исполнят композицию, которую, наверное, будет приятно услышать Анатолию Ашеровичу. Это музыка из фильма «Мы из джаза». Со мной ты разделишь и груз.
после этой композиции вполне логично перейти к выступлению квартета «Мы из джаза». Немножко времени займет подготовка, но я думаю, что стоит это подождать. Да, Анатолий Ашерович заполнит паузу своим телом. Что касается песни «Мы из джаза», конечно, мне было чрезвычайно приятно. Думаю, что было бы приятно и композитору, вместе с которым мы создавали эту песню, Марку Минкову. Вот, такое трогательное исполнение. Вот. Ну что, приятно то, что музыка фильма живет, и то, что она уже приближается к 30-летию со дня создания. И вот пока мои ребята готовятся, мне пришла в голову мысль, я сейчас попробую сыграть для вас небольшое попурри из моей музыки к фильму Карена Шахназарова. Хотите? Вот с чего начинался фильм из джаза.
Ну, это такая небольшая нарезочка из фрагментов картин. Конечно, можно было сыграть больше, но я думаю, что так в качестве напоминания вполне сойдет. Ну вот, появились мои молодые коллеги, застигнутые врасплох. Мне еще предстоит объясняться с ними, почему так получилось. Ну, просто мы готовились немножко к другому мероприятию. Я хотел поработать с оркестром, как мы договорились с Сергеем Васильевичем Расторгуевым. Но я не жалею о том, что у нас такие изменения произошли, потому что я послушал совершенно фантастический ансамбль. Вы не послушали его? Национальный. Это что-то потрясающее. Вот. И хор замечательно спел. Но вообще это впечатление, которое, конечно, мы увезем как самое дорогое, что будем помнить вот после посещения Якутска. Это не пустые слова. Для меня музыкальные впечатления всю жизнь были самыми главными из тех, которые я получал. Поэтому я очень благодарен. Ну вот, а сейчас мы для вас поиграем немножечко. Как там у нас настройка происходит? Нормально все? Вот. Но я знакомлю вас с моими коллегами. Это одни из самых востребованных сегодня музыкантов в Москве. Но я не могу назвать их юными, они уже немножечко перешагнули через этот рубеж. Но вот сейчас вот в моем большом коллективе играют совсем молодые звезды Москвы, а это уже звезды чуть-чуть повзрослевшие. Видите, я не говорю постаревшие, повзрослевшие. Совсем недавний выпускник Российской академии музыки в классе профессора Осичука, музыкант, который, мне кажется, сегодня входит уже в элиту представителей своего инструмента, музыкант, которого считается честь пригласить многие ансамбли, он сотрудничает с ними. Это лауреат многих конкурсов, ну просто замечательный молодой человек. Вот. И девушки, мне кажется, присоединятся к той характеристике, которую я говорил. Это Тимур Некрасов, пожалуйста. Ну вот, налаживает барабаны. Музыкант тоже очень известный в Москве. И музыкант, с которым удивительно приятно играть, потому что он настолько крепко в руках держит всю ритмическую организацию ансамбля. И это очень важно, потому что вот тот пульс, с которым играет ансамбль, он говорит, здоров ли он, понимаете, да? Поэтому очень важно, чтобы ты чувствовал себя надежно в этом ансамбле. Помимо этого, он еще превосходный солист. Это, между прочим, дается не каждому музыканту. Не каждый барабанщик умеет аккомпанировать, и не каждый барабанщик умеет играть соло. И только редкие умеют делать и то, и другое на высоком уровне. И тоже музыкант, который играет в нескольких проектах, как теперь принято говорить, и везде он очень заметен, потому что он просто по-настоящему талантливый человек. Это Александр Зингер, тоже лауреат многих. Ну и на десерт я вам представляю нашего замечательного бассмена, басиста, контрабасиста. Он сегодня у нас с миниатюрным инструментом в руках, потому что привезти контрабас из Москвы в Якутск все-таки еще проблематично, знаете. Мы решили как бы не испытывать судьбу, вот, потому что наша и железная дорога, и авиация еще не привыкли к тому, что бывает на свете контрабасисты. И каждый раз, когда человек с контрабасом появляется в аэропорту, он наводит ужас на всех людей, которые занимаются отправкой самолетов. И, конечно, первое, что они говорят, не положено, не габаритно. Но это музыкальный инструмент, его невозможно поломать, перепилить, сложить. Он такой, какой он есть. Эта причина, к сожалению, не берется во внимание. Поэтому хорошо, что есть инструмент, который дает возможность, ну, в какой-то степени заменить вот тот потрясающий инструмент, мной любимый, как контрабас. Но вот музыкант, который играет на бас-гитаре сегодня, он одинаково блестяще владеет и тем, и другим инструментом. Человек, который имеет потрясающее гармоническое чутье. А в джазе, там, где очень многое происходит импровизационно, где нет
Не всегда есть нотный текст, который зафиксировал бы всю игру от начала до конца. Очень многое происходит по интуиции, по кругозору, по широте кругозора музыканта. И вот, мне кажется, мне повезло с выбором такого музыканта в ансамбле. Это Григорий Зайцев. Ну, у нас в ансамбле у Григория Зайцева есть еще подпольная кличка Шумахер, потому что он потрясающе виртуозно водит автомобиль. Это, кстати, качество, может быть, не очень кажется творческое, хотя, мне кажется, такие люди, что бы ни делали, делают всегда хорошо. Вот поэтому вот Гриша Зайцев у нас вот такой. Ну вот. Ну а сейчас мы вам для разогрева сыграем, ну что? Потом по ходу будем, да. Но мы не составляем концертную программу, потому что у нас репертуар такой, что утром закончить и к вечеру еще будет что играть. Но мы сыграем сейчас для вас несколько таких выборок из нашей программы. Первая пьеса будет из области такого традиционного джаза. Ну, вы знаете, что джаз, он очень многолик и разный, традиционный, современный. И, как мы выяснили сегодня, прекрасная музыка еще и на национальной основе. Вот мы вам сыграем музыку, которая была вот мною создана в стиле очень известного такого направления, которое называется бибоп. Вот люди, которые занимаются джазом, знают. Представители такого направления, как Дизи Гиллеспи, ну, начинали Чарли Паркер и так далее, и так далее. Ну вот, не буду вас сейчас запутывать именами, хотя имена, в общем-то, мне кажется, уже знает весь мир, даже в дошкольном возрасте. Вот. Ну вот такая пьеса, она очень демократичная, в стиле бибоп, хотя стиль уже достаточно давно создан, может быть, поэтому я и назвал «Мой старый друг бибоп». Вот так.